и как вот этот холод связан с репродуктивной функцией. Там, где основа жизни и есть у человека отношения с противоположным полом, это отношения с мужчинами, это странно для организма. На человека влияет не только то, что он ест, где он находится, но и то, что он думает. Мнимое удовольствие, любовь, направленная не туда. Понимает, что это от этого, что ли? Я считаю, что эта тема очень интересная, потому что этот момент пропускает классическая медицина. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на моем YouTube-канале «Твое здоровье». И бессменный автор этого канала Козлов Евгений. Благодарю вас за то, что вы смотрите мой канал, подписывайтесь. И я решил сменить вектор моего канала и не только здесь читать лекции, рассказывать какие-то интересные вещи про медицину, про лечение заболеваний, но и приглашать очень интересных гостей. И сегодня в моей студии мой друг, коллега, с которым мы уже работаем очень много лет, Ирина Алексеевна Фомичева, врач-акушер-гинеколог, натуропат, превентивный доктор, доктор китайской медицины и огромное количество регалий, которые я могу еще долго рассказывать. Но я думаю, ты в процессе беседы расскажешь, чем ты занимаешься. Я данную беседу решил посвятить теме женского здоровья, то есть у нас данный подкаст будет посвящен полностью прекрасной половине человечества. Я думаю, вам будет очень интересно, очень полезно, потому что то, что мы сегодня будем обсуждать, не обсуждается в рамках традиционной медицины, классической медицины. Как вы уже знаете, каждый пациент, каждый человек должен о своем здоровье заботиться, в том числе помимо доктора, и сам знать определенные принципы, правила правильного образа жизни для того, чтобы хорошо себя чувствовать и не болеть. Конечно же, каждая женщина хочет не только не болеть, но и быть вечно молодой, красивой. И, Ирина, я у тебя хотел бы спросить, с чего вообще начинается здоровье женщины? Вот вообще, что такое здоровье для женщины? С чего оно начинается? Здравствуй, Евгений. Как ты уже представила меня, да, я акушер-гинеколог и достаточно давно работаю со здоровьем женщины, как и здоровьем, так и проблемами, конечно. Начнем с того, что начинается оно с закладывания с детского возраста. Поэтому, если мы видим определенные заболевания в старшем возрасте, бывают это отголоски того, что девочка с детства были какие-то неправильные даны гигиенические подходы, мерзла там девочка, рассказывала, как она все детство бегала босиком, еще какие-то моменты такие, то мы уже можем делать выводы, что у нее могут быть от этого определенные заболевания. И не обязательно, то есть многие связывают, что здоровье женщины исключительно какие-то половые могут быть только от инфекции, только от этого что-то, или еще от каких-то заболеваний. Нет, это просто бывает, что от немного не сформированного, неправильного образа жизни. И гинекология, она, как чаще всего, она не является первичной, а она как следствие каких-то уже разбалансировок. Угу. Да, то есть я тоже, считаю то, что все закладывается с детства, и когда к нам пациент приходит на прием, мы обязательно спрашиваем, мы с тобой уже говорили, чем болели мамы, папы, дедушки, бабушки, как детство проходило, какие наиболее такие частые ошибки допускают в воспитании, в том числе девочек, подростков, родители, что потом приводит к гинекологическим заболеваниям, и прям будет здорово, если ты на примерах расскажешь. Смотри, допустим, это даже, я бы не сказала, что это ошибки допускают родители, они ничего не допускают, они просто этого сами не знают, и девочки, глядя не на родителей, а, наверное, на свою социальную жизнь, они же общаются друг с другом, поэтому есть веяние моды. Одно время, не помню, 90-е годы, если ты помнишь, когда были открытые поясницы, или 2000-е, наверное, может быть, открытые поясницы. Сейчас новое веяние – это открытые щиколотки зимой, в минус или даже в плюс 5, в 0. Мы с тобой знаем, что поскольку мы доктора такие больше, наверное, интегративно-превентивные и прочее, еще владеем китайским подходом, который дает нам большие представления, на самом деле, о здоровье человека, то мы знаем, что везде проходят меридианы, везде есть органы, которые ответственны за сохранение репродуктивной части энергии, ЦИ, как угодно это можно называть, которые, соответственно,
может повреждаться от вхождения холода. Это первое, что может быть неправильным сделано, это повреждение холодом. То есть холодные ноги, дома босая там девчонка бегает, на улице она стучит копытцами по лужам, значит, когда лето, но как бы такое себе лето, плюс может быть 18, и это плохо, потому что действительно тоже будет повреждение холодом, плюс еще повреждение какой-нибудь там сыростью, да, если климат сырой, ну, то есть много чего может здесь цепляться. Не только гинекология, все-таки мы будем говорить. Плюс питание, да, допустим, туда же. Если у девочки есть проблемы с желчетоком, проблемы с пищеварением, безусловно, у нее будет страдать гинекологическая сфера. Сначала просто будет страдать ЖКТ, которому будет либо отдаваться внимание, либо не отдаваться от родителей. И далее, конечно, уже, поскольку тоже все очень тесно взаимосвязано печень, желчным пузырем с гинекологией, то какие-то воспалительные истории родители будут обнаруживать и пытаться, может быть, это даже лечить местно, а в этом особого смысла не будет, потому что здесь надо править детеныша совсем с другой стороны, ну, девочку уже. Следующий момент, то, что касается, это просто я рассказываю тоже и на своих лекциях, и объясняю своим и ученикам, и своим пациентам, что это, конечно, прокладки химические, все обычные, которые однодневные, ежедневные, то, что нужно выбросить и забыть, то есть если хотят пользоваться чем-то другим, там, хлопковыми, да, многоразовыми, еще какими-то историями, вот, но убрать то, что имеет под собой химические компоненты, потому что прокладки все, они же тоже отбеливаются, не подвергаются каким-то обработкам, а промежность у нас, как известно, как кожа головы, как кожа подмышечных впадин, это всасывание 100% того, что мы наносим. Поэтому все прокладки, то есть убрать, да, заменить их на что-либо другое, то есть и в месячной то же самое. Есть много сейчас способов и методов. И, конечно, это дезодоранты, это то, что мы говорим, прям антиперспиранты, которые такие прям 24 часа, которые тоже, безусловно, блокируют поры и не дают нормальному дренажу. То есть молочная железа, безусловно, через лимфатическую систему может повреждаться. И у девочек мы, на удивление, можем обнаруживать, например, раннюю мастопатию какую-то, да, когда еще девчонка молодая, она и не рожала, и ей всего-то там 20, а ей уже ФКМ поставили. Вот. Откуда, спрашивается? Ну, давайте искать, откуда. Вот они начинают там с 12 лет уже дезодорантами пользоваться, понимаешь, поэтому так. Ты вот начала рассказывать про холод, а можешь рассказать про болезни холода, как они влияют на здоровье женщины, как этот холод попадает, через что он попадает в организм, и какие рекомендации ты можешь дать и мамам, и взрослым женщинам, потому что ко мне тоже очень много приходит пациентов и пациенток с холодными руками, с холодными ногами, что нам говорит о том, что в организме очень мало тепла. Объяснить это с позиции и физиологии, да, то, что мы с тобой проходили в свое время в медицинском университете, и с позиции китайской медицины, и что уже сейчас можно начать делать женщинам, и как вот этот холод связан с репродуктивной функцией? Слушай, на самом деле все достаточно просто. Так жили наши предки, то, от чего мы сейчас отказались, как люди мегаполиса, мы все хотим быть вот модными, стильными и все такое, да. И не хотим мы носить эти теплые очень сильно сапоги, потому что это не сильно красиво зимой или осенью. Вот. Поэтому то, что касается болезней холода, если мы говорим с точки зрения, например, западного представления, да, то это банальное охлаждение, да, длительное охлаждение, все время человек как бы вот охлаждается, сначала это в сопельки выливается, потом это, но у нас же не только респираторная система задействована в теле, это у нас же все функции и части взаимодействия друг с другом связаны, поэтому, естественно, будет повреждаться в том числе и, так скажем, ответственно за репродуктивную систему. Это почка, пусть так мы скажем, да, или мочеполовая, допустим, там мочевой пузырь, вот, и, соответственно, если человек охлаждается, вот, то, естественно, может на физическом плане повреждаться и мочевой пузырь, и почка, а это опять-таки взаимосвязь с репродуктивной системой. В будущем, впоследствии мы можем видеть от холода у женщин развитие и миом,
Ну, это считается в китайской медицине, если смотреть, то это холодные заболевания. Болезнь холода. Да, болезнь холода, болезнь застоя, потому что там, где есть холод, там не двигается уже энергия, и не двигается кровь, застаивается лимфа, и, в принципе, на самом деле мы много каких заболеваний можем там потом обнаружить, и хронические аднекситы, воспаление придатков, да, как бы, казалось бы, никакой инфекции не было, пациент приходит и говорит, ну, не было же никаких инфекций половых, откуда воспаление придатков? Ну, это внутреннее воспаление, это воспаление того, что все время было воздействие какого-то фактора, скорее всего, именно холода в нашем климате. Потому что если мы жили в жарких климатах, то, как правило, там таких историй нету, там немножко по-другому, по иным причинам заболевают. Вот. А у нас это все-таки повреждение холодом. Поэтому, как наши предки жили, то есть была баня с детства, да, вот это изгнание холода через банные процедуры. Кстати говоря, не только у нас, но и в южных даже странах зимой это очень приветствуется и пользуются этим, тоже учитывая, что как только наступает сезон холода, обязательно посещают какие-то такие процедуры распаривающие, которые должны завершаться все равно в тепле, а не в холоде. То есть если человек представил, что он попарился и побежал раздетый, ему хорошо, он еще больше холода на этом на всем словит, поэтому важно знать правила, которые все-таки вот должны учитываться, когда мы, допустим, распаренные, когда мы сходили в баню, в хамам и так далее. Вот. Плюс в домашних условиях, на самом деле, когда вы чувствуете, что у вашего ребенка холодные руки-ноги, мы можем просто использовать ванны пропаривания через, ну, как это, в тазике. Парение ног. Парение ног, да, в тазике парение ног. Вот, поэтому можно там и это использовать, и аромамасла я рекомендую, и соли, кому что больше здесь нравится. Вот, то есть таким образом мы тоже, ну, а мы с тобой, конечно, знаем, что мы можем пользоваться мокс-терапией и прочими историями, когда мы тоже с этим холодом пытаемся взаимодействовать и его выводить. Что делать на самом деле очень часто бывает непросто и достаточно долго, потому что холод, он, ну, имеет такую тенденцию, как он застревает в организме человека, и приходится долго с этим работать, чтобы его из каналов как бы подубрать. Вот. Ну, вот то, что касается... Да, то есть идея, значит, заключается в том, что этот холод может накопиться, да, через, в том числе, внешние климатические условия, Да. и он настолько сильно застревает в организме, что со временем может вызвать заболевание. Да. И получается, мы диагностируем, как вот обычный человек может понять, что у него много холода. Холодные руки, холодные ноги, холодная попа, холодный низ холодные живота, бедра, соответственно. холодный низ живота. И смотри, что самое интересное на самом деле. Пациент говорит, да, как бы непонятно, а вот воспаление-то откуда? Ну, холодно, ну да, холод же надо чувствовать, как бы как? Нет, как раз в ответ на холод организм будет вырабатывать много жара, и поэтому от этого и будет идти воспаление. То есть воспаление это идет в ответ на, то есть холод, и организм такой, мне надо согреться, и все это уходит потом в пустой, в патогенный жар, и уже вызывает заболевание как бы на самом-то деле, ну, как бы это будем говорить, что болезни холода, но могут быть уже и болезни жара подключаться. Да, и, соответственно, внутреннего. вот там женщина очень сильно переохладилась, или она переохлаждалась постоянно в течение жизни. Она пришла к обычному доктору-гинекологу, что он ей назначит? Антибиотик, ну, в общем, какой-то любой антибактериальный препарат. Да, если там есть какая-то флора, а скорее всего у всех есть какая-то флора, и очень часто что-то высевают, то, конечно, назначит антибиотик, а он еще больше даст холода, потому что надо погасить внутренний жар, и человек еще вместе с антибиотиком, ну, как бы, ладно, уходя в китайскую медицину, он еще налопается сырости, и для доктора китайской медицины это еще больше усложнит задачу, потому что надо работать и с холодом, и с сыростью, ну, в общем, это такая история. То есть обычный гинеколог это лечит антибиотиками, заводя болезнь еще глубже внутри организма. А как лечат превентивно это гинекологи? Вот как ты с такими заболеваниями работаешь? Вот пришла пациентка, ты увидел у нее очень много холода в организме, нашла вот эту истинную причину, почему у нее там постоянно аднекситы, циститы, или, может быть, у нее вообще миома начала расти, как следствие внедрения этого холода. Вот как китайские доктора это лечат? Расскажи. Ну, так скажем, что циститы все же, аднекситы, пилонефриты и миомы это совершенно разные все же, да, то есть с точки зрения, да, холодом, конечно, это все провоцируется, но с подходом это совершенно разные подходы. Вот. Миома – это вообще отдельная и очень большая тема. А вот то, что касается таких вот реактивных как бы ответов организма на внедрение холода, как внутреннее воспалительное заболевание, да, женской репродуктивной системы, в принципе, тазового дна, то здесь мы работаем теплом, то есть мы этот холод, если это не острая стадия, конечно, если это острая стадия, мы все равно должны поработать, вывести, да,
да, то есть мы должны дать фитотерапевтическую противовоспалительную терапию. Мы можем как работать отечественной фитотерапией, да, то, что мы с тобой делаем, так и традиционной китайской терапии, которой мы тоже уберем острое состояние. А дальше уже в хроническом состоянии потихоньку мы начинаем работать с холодом. Это там окситерапия, прогревание, то, о чем мы уже как раз говорили, и согревающие травы, которые будут согревать, ну, как правило, из нашей с тобой практики, там, согревать ян-почки, да, допустим, там согревается почка, там, где основа жизни и есть у человека, и от согревания нижней части этой, вот, идет уже распространение, в общем-то, на весь организм на самом деле, поэтому таким образом мы можем лечить не только гинекологические заболевания, а очень много-много других болезней. Да, это я вот думаю, я считаю, что эта тема очень интересная, потому что этот момент пропускает классическая медицина и учитывает только доктора-превентивщики, доктора китайской медицины, аюрведа. Я считаю, что Да. это один из патологических факторов, который ожидает каждого человека, который живет в холодном регионе, Конечно. То есть, мы, люди, которые в еще же мы России. с тобой, кстати, не учли момент, это питание, что важно, да, и как раз когда люди мне приходят, очень часто приходят с питанием работать, ты вообще, я знаю, очень часто работаешь, да, прям назначаешь им целые огромнейшие схемы по питанию, и я им также доношу и объясняю, что питание у нас должно быть сезонным. Потому что, по сути, зимой есть салаты из свежих овощей, которые здесь не растут. Это странно для организма. То есть он должен опять-таки бороться с этим холодом, который у него извне, и плюс его еще нагружают там, холодными продуктами, вот, таким как холодное молочко из холодильника. То есть, ну, в общем, все вот эти вот истории. Наши пациенты это все знают. Конечно, мы должны учитывать фактор сезонности не только в отношении как бы правил поведения и там, ношения какой-то одежды определенной, но и обязательно в отношении питания. Как должна питаться женщина для того, чтобы вот этот холод выводить вовремя? И какие есть продукты, запрещенные там, в холодное время года? Ты Давай еще знаешь, разок это я обсудим. бы так сказала даже, что не только женщина, но и мужчина, но и дети, вот так будем говорить, что это все люди, чтобы сбалансировать вот эти энергии холодные, жаркие в организме. У нас ведь в китайской медицине есть представление о 5 сезонах, да, вот, и за каждый сезон отвечает, то есть определенное состояние человека и определенный фактор, который воздействует на него, и поэтому здесь мы просто должны придерживаться сезонности продуктов. Ну, то есть, если это лето, вот сейчас сезоны были фруктов, арбузов, дынь, холодных достаточно продуктов, да, то тут, пожалуйста, всяких прохладненьких смузи, это все мы могли использовать в летний сезон. В межсезонье, в переходный, мы все-таки должны уже потихонечку от этого отходить, приучать организм к тому, что скоро осень, вот, соответственно, мы должны уже менять свои продукты на чуть-чуть такие более теплые, более согревающие. По конституции, и да, по конституции. И тут мы уже предпочтение отдаем тушеным овощам, рагу всевозможным, да, и от холодных молочных продуктов тоже отходим. То есть, соответственно, если летом мы можем себе позволять айран какой-нибудь выпить или, ну, хороший, качественный, так скажем, кефир, то уже к осени это обработанные молочные продукты. Тоже все-таки это какие-то запеканки, сырники я рекомендую своим пациентам, кто там на бессахаровой диете, безглютеновой, можно кучу всяких рецептов сейчас брать, смотреть и готовить всякие такие интересности. Благо, все есть в доступе, и всем можно этим пользоваться. Вот. Ну и дальше уже мы идем в инь, как бы, когда это зима максимальная, да, то есть мы должны давать прям согревающие продукты янские, такие как сало, там костные бульоны теплые, согревающие, типа холодцов, хаши и прочее, да, чтобы мы уже прогревали почку, давали ей силу, энергию, потому что человек и чувствует, люди же чувствуют, на самом деле, не говорят, вот мне прям летом мясо-то не хочется совсем, я прям так вообще скачу, прям супер, все хорошо, энергия есть. Энергия, потому что дается от солнца, естественно, солнечные прогретые дни, а зимой прям вот я даже могу там мясо поесть, там что такого, свинины съесть, ну, как бы ты же не каждый день ее будешь есть, ну съешь. То есть тело, организм, оно все равно знает, когда ему что лучше подкрепить себя. И вообще, на самом деле, очень интересно, вот в китайской нутрициологии я очень интересовалась этими всеми темами, как правильно питаться, что поддерживать. Мы должны, чтобы сезон прожить хорошо, мы должны укреплять предыдущий сезон.
Мгм. То есть на самом деле мы летом должны себя укреплять хорошо по продуктам питания, чтобы хорошо зайти в осень. Да? То есть если мы летом разбалансированы уже оказались, то в осень мы уже зайдем такими себе. Обязательно будут межсезонные болезни всякие ЖКТшные, типа того. Да? И дальше уже после этого в провале человек заходит в зиму. И, естественно, начинаются заболевания ОРВИ активно, потому что иммунка, она просто не справляется, потому что ее так потрепали и продуктами питания, и поведением, и прочее, то получается, что организм очень сложно справиться через одно питание. А на самом деле человек может через одно питание прекрасно жить, лечиться и быть очень счастливым и здоровым, если бы только это все понимали. Поэтому люди приходят и обращаются, и вынуждены, потому что начинают болеть от неправильного, по сути, образа жизни и питания. Мгм. Основы китайской медицины, в общем. Да, давай вот продолжим тему образа жизни. Я считаю по своему опыту, и ты такого же мнения придерживаешься, то, что на человека влияет не только то, что он ест, где он находится, но и то, что он думает, то есть его мысли, Конечно. эмоции, которые он испытывает, и как он взаимодействует с другими людьми, то есть как он взаимодействует с внешним миром. И мне было бы вот очень интересно, чтобы ты рассказала, как эмоции влияют на женщину, на появление заболеваний. Какую ты видишь взаимосвязь тех или иных заболеваний с эмоциями или с ситуациями, которые окружают женщину? У тебя, я знаю, истории очень много, и ты уже можешь целую книгу рассказать, целую книгу написать про вот эту взаимосвязь. Но я очень хотел бы, чтобы ты это рассказала. Почему? Потому что очень часто, когда приходит к обычному доктору на прием, он лечит человека только классически, но не спрашивает, как ты спрашиваешь, а как человек живет, а какая у него сейчас ситуация в жизни, а в каком он эмоциональном состоянии находится. Потому что мы же понимаем, да, что есть очень большая биохимическая связь внутренних органов с тем, как работает наша нервная система, головной мозг. И давай вот с тобой вот эту тему раскроем, мне кажется, она очень интересная. Ты знаешь, я думаю, на самом деле, что сейчас уже много специалистов обращают на это внимание, и уже очень много смежных приемов, скажем так, не смежных, но часто приходится направлять пациента к психологу, чтобы разгрузить ту или иную историю в жизни, потому что ты видишь, что насколько проявлена у человека вот эта психосоматика идет по жизни с ним. Вот, то есть если он пережил какой-то определенный стресс, если это была какая-то там травмирующая история, то первое, что реагирует в организме на это, так скажем, с точки зрения китайской, опять же, медицины, это печень реагирует, да, печень и желчный пузырь. То Мгм. есть там происходит концентрация эмоций и застой вот этой ЦИК, которая уже дает блоки на меридиональных структурах, да, то есть получается, что человек не может разгружаться, поскольку ему в этом печень помогает, и все это накапливается и выводится, либо в какие-то депрессии, либо в какие-то заболевания на физическом плане, потому что как-то организм должен разгрузиться, а поскольку нет разгрузки, то какая-то компенсация должна происходить. Опять же, спазм, за который, так скажем, с точки зрения доказательной медицины у нас отвечает гипоталамо-гипофизарная система, да, выбросы всех катехоламинов и так далее, он ведет, опять же, к проблемам. То есть есть спазм, есть болезнь. Где этот спазм будет, мы не знаем. Он может быть в желудке. Ты часто встречаешься с такими пациентами. Это точно. Да, гиперответственные люди, которые там что-то происходит на работе, они переживают за то, за сё, и вот все, ты видишь, уже у человека формируется язва. То есть, и бесполезно это. Да, мы можем сколько угодно это лечить таблетками, но пока мы не залезли в эту историю и не отработал пациент с психологом, допустим, что-либо, либо мы еще не разгрузили его на физическом плане там своими руками, своими иглами, там, да, кто чем пользуется еще, травами, то есть что успешно очень поддается на самом деле терапии вот такой. И человек, во-первых, он просто понимает, что это от этого, что ли, да, и как бы начинает уже сам даже думать, так, я больше так не буду делать, не хочу так реагировать, потому что я не хочу болеть и так далее. Вот. А то, что касается вот гинекологических тем, тоже с этим связанных, это чаще всего отношения все же. Это отношения с противоположным полом, это отношения с мужчинами. И если есть какие-то травмирующие истории, у этих примеров действительно очень много. А давай какой-нибудь один Когда пример расскажи. ну, Я всегда люблю вот клинические случаи, клинические клинические ситуации, случаи. я их коллекционирую. Ты знаешь, например, хорошо, пусть самый такой банальный будет кандидоз, допустим, да, хронический кандидоз, который все-таки мы понимаем, что кандида всегда жила с человеком и будет жить, и полностью искоренить ее, как и герпес
герпес, как и все остальные возбудители, то есть глупо заниматься такими занятиями, надо работать с иммунитетом. И надо работать с микробиотой пациента. Да? У женщины были такие случаи, что вот есть психосоматический аспект, да, какой-то она, допустим, не хочет этих отношений. Ну, она как бы хочет этих отношений от ума, а тело, которое понимает, что ей эти отношения не приносят пользы на самом деле. Душа. Да, и душа. То есть, ну да, если мы уж про душу поговорим, то, конечно, тело и душа, безусловно, потому что тело реагирует на то, на что реагирует прежде всего душа. И тело же, оно будет придумывать что-нибудь. И, допустим, надо телу заблокировать, грубо так скажем, половой акт, если, да, то эта женщина каждый раз будет болеть какими-то инфекциями, которых как бы нет. Ну вот есть там кандида и есть какое-то нарушение биоциноза, там какой-нибудь вагинит, неспецифический кальпит какой-то, да. И вот она ходит кругами по 2-3 года, она ходит и бесконечно ставит свечи, бесконечно ей меняют терапию, она выпила уже пол-аптеки всего на свете, там, и ничего не происходит. Потом начинают разбираться с отношениями с мужем, вот, и оказывается, да, там что-то есть какая-то, ну, либо внутренняя претензия, либо обида, ну, вообще у женщин это просто там масса всего на самом деле может быть в этом чердачке их, поэтому когда это не обязательно, что прям нужно взять, там, разорвать отношения или еще что-то, нет, просто нужно какие-то истории проработать, может быть, даже банально с мужем поговорить о чем-то и разгрузить эту тему, и сразу у нее происходит разблокировка, и реже эти обострения. И когда мы еще регулируем питание, потому что что происходит, когда женщина находится в стрессе? Ну, безусловно, она начинает подъедать сладкого или еще что-то, потому что у нее энергии нету на нормальную жизнь. Я думаю, это многим знакомо. Да, не хватает. Многие сейчас себя точно узнают. Да, на самом деле не хватает. И они начинают что-нибудь там подкушивать, подъедать сладенькое, булочку, кофеечек. И потом вот этот вот как бы мнимое удовольствие выливается в то, что вся патогенная флора, которая есть у каждого человека, она просто занимает ниши, которые не должна занимать, где должна быть натуральная микробиота, естественное, да, здоровье находиться. И как только мы с психологической точки зрения туда заглянули, отладили питание, немножко успокоили пациента, чудесным образом уходит кандида. Да? То есть и уже женщина на протяжении всей этой терапии, она не принимает никаких антимикотических препаратов и прочее. Да? То есть это всего лишь вот питание, внимание к себе прежде всего, и разобрать все ситуации, которые могут быть с этим связаны. Ну, вообще тема кандидоза очень интересная, просто сейчас очень актуальная, потому что ее очень много. Вот. И также пациенты, часто думая, что вот это точно там какой-то паразитоз, это вот сладкое я ем, это точно там, значит, кандида его ест или паразиты. Мне очень часто пациенты такие истории рассказывают. А на самом деле это банально нехватка энергии. Вот, нехватка ЦИ, которую нужно подпитать, успокоить. Вот тот сезон, как раз-таки, который отвечает за это же земля, да, то есть желудочно-кишечный тракт, поджелудочная, селезенка, когда мы выравниваем, гармонизируем там все, перестает возникать вот это желание подкидываться сладостями и прочими продуктами, чтобы как бы быструю энергию получить. Сейчас огромное количество женщин приходит на прием с фиброзно-кистозной мастопатией, с уплотнениями в молочных железах. Какие духовные причины, духовные корни, не физические, сразу прям духовные, да, имеет вот это заболевание? Мы можем там чуть попозже еще поговорить о аспект взаимосвязи там и с печенью, и с кишечником, безусловно. Мне кажется, ты все знаешь. Да, но мне, конечно же, интересно послушать, вот что может быть внутреннего такого у женщины, с чем ей нужно разобраться, над какой темой подумать, где правильно копать, чтобы понять, почему у нее вдруг внезапно, там, например, при хорошем образе жизни, при хорошем питании, при хорошем сне вдруг начала опухоль груди расти. Ну, она, как правило, все же чаще всего это доброкачественные истории, да, вот, фиброзно-кистозная мастопатия, образование и прочее. Ты знаешь, Жень, все-таки вот по моему опыту я часто в этом вижу любовь, направленная не туда. То есть если женщина переориентирует всю свою любовь вовне, а не в себя. То есть прежде всего это любовь к себе должна быть. Потом у женщин очень много комплексов, у девочек с юности, с детства, и очень много претензий в отношении молочных желез. А это тоже, это же орган живой,
его же надо любить. Вот. И если женщина вдруг получила какую-то травмирующую историю в жизни, упала какая-то доля сомнений, еще что-то, у нее всегда возникает такое, не нравится мне, не люблю я, да, вот. И подсознательно формируется такое отношение к собственной груди. И, конечно, тогда грудь не может быть здоровой при этом. Если мы именно духовный какой-то аспект говорим, также это привязки все в любви и прочее. Переориентация это должна быть все-таки хотя бы частично на себя надо обращать внимание, а женщины очень часто на себя внимание не обращают, зато очень много обращают внимание на мужчин, на детей, растворяются в этом. И молочная железа, между прочим, от этого тоже страдает, если мы говорим именно такие тонкоплановые аспекты. Поэтому внимательно надо к груди относиться, любить ее как любую часть своего тела, и даже можно с ней пообщаться, да, что ты грудь хочешь вообще-то, как бы тебе хотелось бы. У женщины она же проявляется своими тоже всей функции своей репродуктивной системы, она в мир же это все несет. Поэтому это видно, да, когда женщина так или так, да, как она себя проявляет, как она себя преподносит. Но на самом деле с грудью очень много и физических проблем в плане не только духовных здесь, да, мы можем тонких рассмотреть, просто больные желудки, больные печени, это тоже все приводит к фиброзно-кистозной мастопатии, безусловно, неправильное окончание кормления детей, то есть когда формируются кисточки, молозиво сохраняется, тоже могут остаточные явления быть после этого, приводящие к фиброзно-кистозной мастопатии. Грудь — это очень, вообще все, что с ней связано, очень большой аспект, многоплановый, я бы так все-таки сказала. То есть я бы не стала здесь цепляться только за какие-то духовные и тонкие аспекты, а именно с физической точки зрения тоже смотреть. Опять же, пользуется ли она дезодорантами, делает ли она массаж груди. Очень часто я рекомендую своим пациенткам просто душем каждый вечер прорабатывать грудь круговыми движениями в одну, в другую сторону, делать такой плотный напор, и чтобы был лимфодренаж. Какой бюстгальтер носит женщина, сильно ли он передавливает ей лимфатический отток. Тебе, пожалуйста, то есть даже физически яркие, мы видим, что носит тугой бюстгальтер, пользуется дезодорантом, уже будет фиброзно-кистозная мастопатия. Даже еще ничего не надо дальше копать. Такое тоже. Часто это все взаимосвязано очень. Ты столько всего уже интересного рассказала, а расскажи, как ты вообще пришла к гинекологии и почему ты стала гинекологом? Почему один человек становится, есть знакомый патологоанатомы, хирурги, им нравится делать операции, почему ты гинекологом стала? Мне не нравилось делать. Нет, я, конечно же, в ординатуре стояла на операциях, оперировала, и мне в операциях было непонятно всегда. Мне было всегда интересно, откуда. И мне было интересно, а что дальше? То есть если мы увидели уже миому больших размеров, первый вопрос меня, который всегда интересовал, откуда? А второй вопрос меня интересовал, удалили, а что дальше? То есть именно анамнез и катамнез — это то, что про меня. То есть разборка, как, знаешь, какого-то следователя, почему. И когда изучала я в институте, в ординатуре с патогенезом заболеваний, а четкого ответа никогда нету. Возможные причины, их штук 12-20. И в этих возможных причинах попробуй найти, какие возможные причины. И что нам предлагает традиционная гинекология? Кроме того, что лечить гормонами, и операциями. Хорошо, сейчас, конечно, есть очень интересные всякие малоинвазивные операции и воздействия. Но это мы когда говорим о том, что мы уже ничего сделать не можем. Все-таки сейчас органосохраняющих операций. Сейчас потрясающие есть доктора, которые именно на этом тоже видят свой путь, что они сохраняют женщинам репродуктивные органы и прочее, в отличие от прошлого времени. Поэтому мне просто это было интересно. Почему именно гинекология? Ты знаешь, акушерство и гинекология, я не могу тебе сказать, просто на 6 курсе мы же много ходим по всяким больницам, по всяким направлениям, и просто было интересно. Наверное, даже я бы сказала изначально, мне было интересно акушерство, может быть,
больше. Но потом я поняла, что акушерство — это такое разовое наслаждение. Ты, в общем-то, повел беременность, принял ребенка, это здорово. Все. Дальше с организмом ты перестаешь взаимодействовать. То есть мне всегда интересно повзаимодействовать с организмом, да, не только подготовить женщину к беременности, провести беременность, вывести ее из состояния родов, посмотреть, а что в послеродовом состоянии с этой женщиной происходит. То есть какие виды изменений начинают с ней происходить. Поправить ее, восстановить ее. То есть вот что-то с женщинами, мне это всегда было интересно. Кстати говоря, ты знаешь, меня в институте очень интересовала и кардиология, и общая терапия, и эндокринология, поэтому я, наверное, все-таки поэтому сейчас и являюсь врачом и, как бы превентивной медицины, я и висцеральный терапевт изначально-то, да, мой путь начался с этого, с народной медицины, можно сказать, с фитотерапии, вот, а потом я уже и врач китайской медицины, потому что я увидела взаимосвязь во всех заболеваниях, и она не принадлежит какому-то отдельному органу. Это вся система человека. И когда мы начинаем понимать, что такое система человека, что система человека — это очень многоярусная как бы такая структура, вот, и начинаем взаимодействовать с ней, тогда мы выходим на источник этих проблем и на возможность и исцеления. Для меня на самом деле, когда разочарование первое мое было после института, ординатуры, когда я стала принимать в консультативно-диагностическом центре, что не происходило выздоровления чудесного. А вот ты лечишь пациента, а выздоровления не происходит. Он приходит к тебе опять, и опять ты ему выписываешь лекарства. То есть это какая-то бесконечность. То есть та же бесконечность про кандидоз, та же бесконечность про воспалительные заболевания. Но почему же так? Но когда ты понимаешь, что ты хочешь, для тебя здоровье, выздоровление пациента равно исцелению пациента, все же ты к этому стремишься как специалист. То, что мы с тобой делаем уже много лет. Меняется концепция, появляются учителя, появляются направления, где тебе дают эти ответы. Вот. И потихонечку ты просто развиваешься как личность уже и выходишь за рамки вот этих классических, так скажем, классической медицины, так будем говорить, наверное, лучше. С чем вот к тебе сейчас приходит за последние 3 месяца? Вот какие наиболее такие частые патологии, которыми ты вот последнее время занимаешься? Понятное дело, что ты лечишь все, с чем придут. Так. Вот, Я и лечу даже даже больше. И я даже лечу больше. даже детей с ангинами. Да. Я даже знаю, к тебе обращаются мамы и с детьми, и приходят и мужчины, которых ты, как правило, ко мне направляешь. Но им тоже что-нибудь обязательно назначишь. Вот, но с чем вот по гинекологии наиболее часто обращаются вот за последние месяцы, если взять такой вот срез? Так, именно гинекологический аспект, если мы будем говорить, то, с чем я сейчас работаю, это бесплодные факторы вторичного и первичного бесплодия. Часто с этим приходят, на самом деле, достаточно. Полипы, которые вот сейчас у меня была пациентка как раз на приеме на этой неделе. Полип эндометрия был в июне. Вот, я сделала назначение. Сейчас переделала ультразвук, вот в сентябре месяце, получается, все, полипа нет. Вот. Как бы это очень классно, когда прям, вот ты прям радуешься, что ой, не зря я врач, да, все-таки я, да, несу благое дело. Без выскабливания, без таких историй. Потому что, кстати говоря, вот то, что касается полипов, это часто очень история. Выскоблили, опять выросла, выскоблили, опять выросла, опять-таки. Потому что нету разбирательств, от чего и почему все это растет, и что с этим делать. Что еще? Миомы. С миомами тоже много пациентов, которые миомы не просто поддаются терапии, смотря какие, опять же, вот прям это очень большая отдельная тема, и те женщины, которые хотят находиться на сопровождении по миомам и не хотят, допустим, идти на операцию, это длительная работа, но результаты есть хорошие, то есть когда они уменьшаются в размерах, когда они не перестают беспокоить, когда мы добиваемся хороших ремиссий по кровотечениям, по уровням показателей крови, вот, то, что мы можем наблюдать и вести. Если мы говорим все-таки возраст за 40, да, мы не говорим про молодых девочек, там это совершенно другие тоже истории. Вот. То, что, наверное, на последний момент, прямо то, что четко касается гинекологических, если вот видений. Вот, то, что про сейчас у меня.
Мгм. Понял. Ну, я понимаю, к тебе еще много приходит и при расстройстве менструального цикла, и кисты Ну это, конечно, яичников. расстройство менструального Мгм. цикла, да, нестабильные месячные эндометриозы, я уж это уж не говорю. Как бы понятно, что если там копать, то это много-много-много чего. Болезненные менструации, и кисты, да, тоже все наблюдаем, ведем и рассасываются. Есть прекрасная возможность, чтобы это так было. Если мы, конечно, видим опухоль, если мы, конечно, видим уже тенденцию к тому, что нужна операция, я пациентам об этом говорю, что Мгм. да, здесь нужна операция. Но мы все сделаем для того, чтобы это произошло максимально щадящим путем, с максимально хорошими специалистами, хирургами, и потом женщину реабилитировать после этого, противоспаечная терапия, восстановление кровотока, восстановление репродуктивной функции, чтобы там, если мы говорим про яичник, чтобы он там не пострадал после этой операции, все-таки глобально восстановить его функцию по возможности, подпитать и дать женщине направление, наставление, терапию, чтобы это больше не росло и не образовывалось. Вот, это на самом деле очень большая задача, потому что даже если мы говорим про хирургию, обычно это удалили и забыли. Никто пациентов к катамнезе не ведет. То есть они как бы вышли за ворота больницы, и все. Пришли в поликлинику, в поликлинике говорит, попей гормоны. Допустим, там, да, вот, а гормоны пьют, а им что-то плохо становится, вот по всем фронтам, да, там и варикозы, и ЖКТ, и все, вес, опять же, да, вам не подходит этот, давайте другой поменяем, как правило, да, в классике. Наша задача, конечно, идти от другого. Наша Мгм. задача разобраться, почему и откуда, и уже работать именно с этой средой, почему возникло, и чтобы больше не возникало. Да, я тоже так думаю. У меня тут был недавно случай. Ко мне раньше пациентка ходила на карбокситерапию, мы лечили шрамы, и у нее там небольшая гинекологическая операция была, и после этого кишечник воспалился. Она приходит к хирургу на прием, он говорит, я не знаю, что с этим делать, типа, пусть само пройдет. Само не прошло. Конечно же, она ко мне пришла, мы это воспаление в кишечнике вылечили полностью, я его лечил фитотерапией, препаратами традиционной китайской медицины, но меня очень огорчило то, что вот пациенту сделали операцию, и все, его отпустили, как бы с ним дальше не занимались. Дальше, кстати, эта пациентка к тебе придет, я думаю, через пару месяцев уже по теме беременности. Вот. Да, Она до тебя здорово. должна будет дойти. Мы с тобой уже касались темы питания. Хотел бы ее побольше раскрыть. Знаешь, вот со стороны обычного человека, со стороны обычной женщины. Какие продукты сейчас нужно есть? Может быть, ты порекомендуешь женщинам какие-то добавки, вот, которые можно употреблять для здоровья женщины? Какие-то, может быть, блюда есть вот особенные, которые мы должны включить в рацион, чтобы у женщины лучше там яичники работали, и это хорошо бы сказалось на работе желудочно-кишечного тракта, который бы влиял на гинекологическое здоровье. В общем, что пить? Что пить, что принимать? Что, какая пациент говорит, а что вы едите? А что вот вы едите? А Меня что вы тоже постоянно пьете? спрашивают. Вот, на самом деле, как обычный человек, я ем все. Вот бывают какие-то ситуации, что я сажусь на протокол, если мне хочется посидеть на протоколе, значит, я себе возьму какой-нибудь аутоиммунный протокол или там возьму какой-нибудь антикандидозный, вдруг понимаю, что вот сейчас я не буду есть сахар, и 1,5 месяца себя выдерживаю. Вот. А в остальном могу себе позволить, в общем, также съесть конфетку, шоколадку, если мне это хочется. Просто единственное, что когда я понимаю, что если мне стало больше хотеться сладкого, что-то, значит, происходит. Значит, скорее всего, у меня пошел упадок энергии, значит, мне нужно подпитывать свою поджелудочную селезенку. Я начинаю принимать препараты и травы традиционной китайской медицины, нашу фитотерапию. Вот, и это все быстро достаточно, на самом деле, уходит. То, что сейчас сезон пошел уже осени. Вот, и сейчас начало, это не то, что даже уже начало, а уже вовсю сбор корнеплодов, да, произошел. Это тыква, это сейчас прям как раз очень хорошо есть тыквенные супы, тыквенные, там, потушить рагу с тыквой, кашку пшеную с тыквой. Вот, если есть люди, прям, которые очень любят тыкву печеную, там, с медом, с розмарином, ее очень разные по вкусному можно делать. То есть, пожалуйста, это сейчас тыква, это свекла, это репа, собственно говоря, все, что росло у нас именно в нашей природе, в нашем сезоне, и все, что мы сейчас можем использовать. Мы еще можем подъедать огурцы и помидоры, которые уже, как бы, по идее, не очень хорошо в больших количествах, немного. Только если мы, допустим, кушаем что-то теплое, горячее, согревающее, вот тогда мы немного можем смешать, как бы, да, добавить чуть-чуть холодных продуктов, и тогда, в принципе,
мы нивелируем холодное воздействие, там, допустим, огурца. Как знаешь, в китайской медицине, например, если им нужно убрать из овоща холод или его качество, они его возьмут и немножко быстренько обжарят или обдадут кипяточком. Такой метод хороший тоже, это такой немножко обман, да, но на самом деле почему бы и нет. Вот, то есть если хочется съесть чего-то такого очень охлаждающего, вот, то можно это либо чуть-чуть обработать. Вот, кто любит, например, помидоры, я тоже вот и такой любитель помидор, я их могу просто быстренько чуть-чуть на сковородочке с двух сторон полить потом каким-нибудь там маслицем оливковым или еще каким-то маслом сыродавленным, там кунжутным и так далее. Вот, пожалуйста, тоже это можно все потреблять. Вот, что еще по женскому здоровью? Ну, на самом деле, когда это необходимо, то, что из добавок касается, конечно же, у нас, учитывая, что витамин D, например, он запускает процесс, тоже очень много участвует во всех процессах гормональных в том числе, то, конечно, нужно следить за уровнем витамина D, и если сейчас у человека этого не хватает, то, естественно, нужно принимать витамин D. То же самое я обычно рекомендую своим пациентам с йодом, потому что у нас все-таки регион йод-дефицитный, ничего не поменялось у нас там с 80-х годов, когда была профилактика, сейчас этой профилактики нету. И, кстати говоря, одна из причин фиброзно-кистозных мастопатий – это тоже отсутствие йода, вот, потому что он очень активно участвует во всех гормональных обменах. Поэтому я рекомендую также сезонно потреблять продукты йод-содержащие, там, морскую капусту, что-то вот связанное с этим, да, или же, в принципе, варианты добавок с йодом. По теме питания, я думаю, знаешь, Жень, даже я бы не сказала, что это вот должно быть именно для женщин каким-то акцентом по сезонности. И вообще, в принципе, по питанию человека очень много всего есть разного и интересного, то, когда мы должны учитывать, да, это. И я даже знаю, что ты, например, тоже очень много работаешь с питанием, и я думаю, что ты тоже можешь по питанию, поскольку я знаю, что у тебя есть прям целые нутрициологические программы, разработанные рецепты, прекраснейшие чудо-рецепты. Вот. Поэтому я думаю, что очень интересно ты сам можешь рассказать тоже по питанию не только женщин, и детей, и мужчин. И... Да, мне тоже приходится с этой темой работать, и как ты сейчас уже видишь, сидя здесь в студии, я достаточно сильно вышел в интернет-среду, да? И понял, что в рамках одного приема я не все могу сделать, не все могу успеть, поэтому понял, что помимо каких-то основных приемов, которые есть в кабинете, я решил делать определенные программы для оздоровления организма, для очищения. То, что касается питания, у меня сейчас есть сборник меню. Это огромный PDF-документ, больше чем на 50 страниц, где я сам составил меню завтраков, обедов, ужинов для очищения организма, для оздоровления организма. Это будет актуально тем людям, которые хотят очистить свою лимфатическую систему, кровь, избавиться от прыщей, нормализовать микрофлору толстого кишечника. Да, вот про женщин тебе, пожалуйста. Да, восполнить микро-макроэлементный баланс, который важен. Я, кстати, ссылочку на данное меню приложу внизу под видео, кому это интересно, можно заходить, все это смотреть. И разработал свою собственную программу, это у меня такой большой вебинар, называется «Курс здоровья в твоем животе». И я там подробно для каждого человека без медицинского образования рассказываю, как можно восстановить желудок, работу печени, работу кишечника, работу поджелудочной железы. Поскольку мне очень много приходится ЖКТ заниматься, это одна из таких моих любимых тем. Есть люди, которые ко мне на прием попасть не могут. Я понял, что мне нужно вот такие продукты делать. И ссылочку я тоже прикладываю на данный продукт внизу под видео, можно тоже зайти. Очень рекомендую тем людям, которые активно изучают и исследуют свое здоровье. А поскольку гинекология напрямую завязана всегда у нас за кишечник, конечно, за работу всего желудочно-кишечного тракта, поскольку кишечник является гормональной железой, то, конечно же, это очень важно. Знаешь, вот возвращаясь к добавкам, получается, какие мы еще раз добавки можем порекомендовать женщине? Это масло криля, это сыродавленные масла, да, это то, что омега, питает. это йод, поскольку мы находимся в стране с йододефицитом. Может быть, еще что-то будет. Может быть, суперфуды какие-то есть, D. которые ты там сама пьешь. Какие-то суперфуды, суперпродукты. Суперфуды я пью спирулину.
Я пью спирулину в несколько раз в неделю, причем которые именно вот замороженные и выращенные естественным путем. Другого я ничего такого не скажу, чтобы я принимала большое количество каких-то самодобавок. Я смотрю по своему состоянию или же по анализам крови. Если я вижу, что, допустим, нужно провалилась медь, там провалилось железо, я все-таки не люблю назначать, знаешь, вот вслепую. Я люблю смотреть. Я обычно человеку высылаю чекап, да, анализов, и уже ориентируясь по анализам, я смотрю, нужно ли мне ему, допустим, дать моноварианты по добавкам. Поэтому так вот голословно не люблю говорить. А вот по суперфудам, да, это спирулина, сыродавленные масла и семена различные, вымоченные семена, орехи, которые я добавляю в смузи, в коктейле. Вот. Холодными, опять же, я их пить не рекомендую. То есть если чтобы это прям был холодный, это должна быть чуть-чуть теплее комнатной температуры, чем комнатная температура все-таки, немножко такое вот. Потому что я, например, беру, если молоко, которое ореховое, да, то оно просто может быть чуть теплым. И вот если мы в теплом ореховом молоке делаем, на нем делаем такой смузи, это очень питательно, это очень ценно. Там есть и белок, там есть и жиры, то есть есть и те углеводы, которые нам нужны для построения, в общем, всех функций, для выравнивания их. Поэтому по суперфудам вот в основном так. Ну, по добавкам мы с тобой вроде как прошлись, основные такие темы, да, а если говорить... Допустим, что еще у нас очень часто проседает и проваливается, это, конечно, витамин группы В, но опять же мы должны смотреть, нет ли у нас там избытка, вот такое бывает, такое встречается, вот, поэтому мы все-таки должны немного определиться, какой нам лучше человеку группу В добавить, да, или какой-то моновариант, допустим, витамина В12 или В9, то, что мы видим, конкретно не хватает, да, вот, ну и в наше время, конечно, мегаполисы и стресса, что говорить, я люблю магний тоже, и в различных ситуациях, смотря что беспокоит конкретно пациентку, для того, чтобы она испытывала меньше стресса, для того, чтобы она лучше спала, из таких вот добавок, чтобы каждый мог принимать, и ему это не будет ему нести никаких побочных эффектов или каких-то особенностей, это магний. Магний либо B6, либо магний-цитрат, глицинат, смотря с какими задачами мы его назначаем. В общем-то, наверное, вот так вот. Из такого, что каждый может себе купить и, не задумываясь, не ходить даже к врачу, просто пропить, да, для своего здоровья. Ну, отлично. Я думаю, у тебя все секреты выведал. Конечно. Вот, потому что... Полностью раскрыл вообще. Можно схемы писать, садиться. Да, мне всегда интересно, кто что подпевает в условиях города. Знаешь, вот мы про анализы сейчас с тобой начали говорить, и мне эта тема очень интересна. И иногда пациентки приходят и говорят, что вот, а мы даже не знали, что нужно сдавать витамины группы В, а мы даже не знали, что нужно сдавать витамин D. А почему нас ни разу не отправляли там на сдачу такого анализа, там, гомоцистеин? Терапевт вряд ли их будет отправлять на вот это. Какой чекап? Понятное дело, что анализы должен расшифровывать специалист, то есть женщина должна там прийти к гинекологу. Но я все же очень хотел бы, чтобы ты мне рассказала, какие, и слушателям, конечно, какие анализы должна сдавать женщина, вот на что нужно обращать внимание. Основные, базовые, плюс тему, конечно, дефицитов, потому что мы понимаем, что и микро-макроэлементы, витамины тоже очень сильно влияют на гинекологическое здоровье. Ты знаешь, но обычно я рекомендую, обязательно смотрю общий анализ крови, обязательно смотрю функцию, как там с железом, что у женщин часто сейчас приходит с анемиями, то есть, да, соответственно, мы смотрим ферритин, мы смотрим железо, мы смотрим биохимию, классику, хотя бы посмотреть просто основные показатели, как работает печень, да, соотношение ЛТ-СТ, да, в биохимическом анализе крови. Я смотрю обязательно функцию щитовидной железы, то есть это гормоны щитовидной железы и антитела, потому что очень часто сейчас, вот, кстати, ты говорила, кто к тебе приходит сейчас очень часто? Ко мне очень часто приходят люди вообще с проблемами щитовидной железы, с проблемами диабета второго типа, да, так же, как и к тебе, думаю. То есть вот это прямо сейчас бич, может быть, после как раз ковидных уже историй, поскольку аутоиммунные процессы запустились, и они мощно уже беспокоят пациентов, вот, учитывая то, что микробиота там, допустим, да, у людей сорвана, то, конечно, мы должны здесь работать еще и с кишечником, и с флорой, потому что это все тесно взаимосвязано. Еще из анализов, конечно, если мы говорим именно гинекологический аспект, то мы сдаем общий мазок, мы смотрим цитологию, как гинеколог я обязана это смотреть и смотрю. Ну, если женщина регулярно обследуется, мы знаем уже какие-то ее заболевания, передающиеся половым путем,
путем, да, что-то такое, мы уже это полечили. Если она первый раз пришла, то мы, конечно же, у нас золотой стандарт, это мы смотрим ВПЧ обязательно, особенно онкогенных типов. Мгм. Вот. Ну и, в принципе, основной там пакет, там, фимиофлор или, допустим, 16 или что-то такое вот из заболеваний, передающихся половым путем. Смотря еще какие жалобы есть. Как часто нужно приходить к гинекологу? Сколько раз в год? Ну, обычно классика — это раз в год М. пациентка посещает гинеколога. Если мы говорим вот о чисто гинекологическом направлении, поскольку у меня такие замиксованные приемы, то я гинекологией на самом деле, наверное, чисто одной, ну, прям вот совсем занимаюсь немного. У меня все же больше очень смежные, люди приходят со смежными заболеваниями, и когда они говорят, что начинают мне жалобы рассказывать про гинекологию, а потом начинают говорить: это со сном проблемы, там с ЖКТ проблемы, там, значит, выпадение волос, ну и понеслась, да, то есть поэтому к гинекологу раз в год женщина приходит и обследуется. Ну, обязательно, конечно, проходя еще ультразвук органов малого таза и молочных желез. Я понял. Я очень много работаю с темой антипаразитарной терапии. Мгм. Постоянно пациентам рекомендую заниматься профилактикой. И вот пару месяцев назад я специально сделал свой курс, называется Мгм. «Стоп-паразит». Он тоже будет внизу под видео, и много пациентов его проходит, получают хорошие результаты. Какие у тебя вот есть наблюдения о связи наличия паразитов внутри организма с гинекологией, с женским здоровьем? Ну, ты знаешь, Как ты с этим я работаешь? так все-таки скажу здесь, антипаразитарную программу я тоже люблю. Я вообще рекомендую проходить весной, как правило, ну, и бывает осенью, если мы видим все-таки, что Мгм. есть взаимосвязь, есть проблемы с кожей, да, есть проблемы с анемией, Мгм. значит, мы уже можем все-таки смотреть в сторону паразитоза. Ну, такие вот как бы Мгм. самые, ну, наверное, да, Жень? Ты вот Да, так же, наверное, да, конечно. ориентируешься. Я вот к этим постулатам как бы больше за это цепляюсь, смотрю дальше, разбираю анализы. Если я вижу уже косвенно по анализам крови, что есть намек на паразитоз, то есть мы это тоже можем с тобой в анализах, в обычных даже крови посмотреть, да, то мы, конечно, обязательно даем антипаразитарную программу. И, безусловно, микробиоциноз влагалища тесно связан с микробиоцинозом кишечника. А если есть паразитоз, то микробиоциноз кишечника страдает и не может не страдать гинекология. Вот, и поэтому, если мы отработали хорошо ЖКТ, Мгм. то проблемы у пациентки с ее частыми обострениями каких-то вагинитов и прочих историй тоже разрешаются на фоне лечения желудочно-кишечного тракта. Ну, в общем, ты тоже часто сама это используешь. Когда последний раз ты делала антипаразитарную программу и какие у тебя были Мгм. наблюдения? Ты между себе? Да. Весной проводила я антипаразитарную программу для себя. В следующий раз когда будешь? Весной. В общем, понял. Ты выбираешь время печени. Да, я выбираю время печени. И ты знаешь, наверное, я ориентируюсь еще по собственному состоянию. Если я понимаю, что что-то такое начинает происходить, или я как-то неправильно, может быть, где-то себя повела, но мы все люди, и мы можем себя все вести не всегда согласно каким-то канонам определенным, да, вот, то я, наверное, сначала проведу, может быть, какой-то этап, возможно, интервального, ну, не всегда, не всем хорошо, кстати, интервальное голодание, но все же оно тоже помогает разрешить некоторые проблемы. Вот, можно попользоваться какими-то, или же какой-то протокол, когда мы исключаем полностью сахара, глютен. Это очень тоже отлично работает и очень быстро помогает пациентам избавиться от каких-то проблем. Кстати, вот мы сейчас с тобой поговорили весной, а ты знаешь, а вот детям очень хорошо антипаразитарку проводить осенью. Потому что дети летом как раз песочек могут есть, на море Мгм. купаться, в земле в огороде ковыряться. То есть вот, и получается, что паразитоз у детей очень часто выявляется по осени. Поэтому, поскольку схемы, все наши схемы, они мягкие, вот, и нам для этого не нужно, конечно, делать развернутые такие полностью анализы там, на какого-нибудь неизвестного доселе паразита, вот, а провести профилактическую все же программу антипаразитарную, я считаю, что это надо всем и всегда. Мгм. Вот, то есть есть банальные, известные, ну, может быть, и не банальные, а известные, нам с тобой известные каким-то другим нутрициологам, фитотерапевтам и добавки, и масла, которые мы при этом используем. Ну, вообще, очень, очень много всего интересного, связанного с паразитарными инвазиями, и как с этим работать. Что можно еще женщинам порекомендовать для того, чтобы они хорошо себя чувствовали, для того, чтобы они молодо выглядели, для того, чтобы у них было
очень гармоничное внутреннее состояние. Какие еще есть секреты, лайфхаки для того, чтобы находиться в правильном состоянии и быть здоровой? Что Ну, еще нужно делать? знаешь, такие известные вещи — это прежде всего обратить внимание на себя, Мгм. научиться любить себя, Мгм. научиться чувствовать свое тело, принять свое тело. Это если мы говорим с психологической точки зрения, или поработать над этим, или хотя бы задуматься. Безусловно, это движение. Движение и жизнь. Кому что нравится. Кто-то в горы ходит, по несколько километров нахаживает в день. Мгм. Я сама практикую цигун и женский даосизм, поэтому и, в принципе, концепция, по которой я живу, она близка к этому. Безусловно, я рекомендую своим пациенткам обязательно заниматься различными упражнениями, если они готовы, если они хотят. Я, конечно, скажу, что это сложно, наверное, потому что не так, как ты, должны делать все. Вот. У всех Мгм. свой путь, у всех свои задачи, и кому-то прям вот сложно это дается. Но, например, дается легко пойти на групповые занятия с женщинами на танцы живота. Мгм. Пожалуйста, если вы можете пойти хотя бы на какие-то групповые занятия, вам лучше уйти из дома, а не заниматься в онлайне каком-то, да, то, значит, надо ходить, собираться с девчонками, танцевать или просто танцевать. То есть в тазу должно быть движение, в тазу должна быть энергия. Если у женщины все в голове, если у Мгм. женщины есть многозадачность, многоплановость, и она все вот это выполняет, но она отсутствует в теле, как женщина, и у нее нет внимания, направления в себя, то, к сожалению, она столкнется обязательно с проблемами здоровья. То есть тело ей напомнит о том, что я женщина, я здесь. Вот. Недаром у нас во все времена были определенные практики, определенные танцы. Мгм. Это было и у нас, между прочим, на Руси женщины танцевали и пели. Да, кстати говоря, звуки тоже очень хорошо могут проработать как тазовое дно, так и, в принципе, все органы, и пели, и танцевали. И хороводы водили, и восточные танцы, пожалуйста. Очень много различных направлений, с которыми можно взаимодействовать, где женщина может себя обрести, и оздоровиться. Мгм. Я к теме цигун тоже очень хорошо, и вообще моя история, она началась с того, что я с детства болел атопическим дерматитом, я как-то Мгм. очень давно тебе рассказывал. Да, я Да, и у помню меня эту там вся историю. кожа была в язвах, и мне ничего не помогало, ни антигистаминные препараты, ни гормональные. И я в 18 лет встретил учителя цигун, она мне Мгм. показала практики, я тогда еще был бедным студентом, у которого было там 50 рублей в день. Вот я стал это практиковать дома, и у меня через 2 месяца кожа полностью очистилась, я до сих пор в ремиссии нахожусь. То есть мне здесь помог цигун. И вот ты тоже рассказываешь про женский даосизм. Я думаю, не все знают, что это такое. Можешь, ну, немножко подраскрыть, вот, что за женский даосизм, женский цигун, которым ты занимаешься, хоть как это выглядит, вот, что это? Ну, это могут быть совершенно разные занятия. Это просто, если мы говорим про классический цигун, в том числе мужской, а мы все знаем, что все практики в основном они мужские, Мгм. то что в йоге, что в цигун выделили особые направления для женщин. То есть там, Мгм. где учитывается матка и молочные железы, Мгм. там, где учитываются такие вот пункты органов женской репродуктивной системы, которые нужно дать, яичники, конечно, да, то есть которым нужно дать больше внимания в практиках, поскольку, еще раз повторюсь, тазовое дно же у женщины должно двигаться, и оно должно быть теплым, то есть как раз-таки путем этих упражнений Мгм. определенных, которые выполняются что в цигун, что в даосизме женском, в даосских практиках. Акцент идет на то, что мы двигаем эту энергию, порой у кого-то она застойная, у кого-то нет, Мгм. и изгоняем таким образом даже холод, да, можем изгонять. Плюс я всегда говорю, что, опять же, например, проблемы тазового дна, туда же, ну, ничего там не происходит. Женщина не чувствует своего тазового дна, не чувствует мышц. Каким образом можно помочь? Можно сколько угодно подшивать это все, можно сколько угодно делать операции, можно сколько угодно делать тренировок, которые будут через аппаратные методы проводиться. Но если не научить женщину в этот момент самой чувствовать и что-то делать, то это все очень временный эффект. Прям Мгм. крайне временный, потому что все потом будет пролоббироваться, опускаться и так далее. Это у меня очень большая история по послеродовому, когда я занимаюсь пациентками восстановлению. И, конечно, я здесь убеждена, что мы сначала должны разгрести ее вверх.
То есть если у нее в беспорядке кишечник, в Мгм. беспорядке желудочно-кишечный тракт, а там тоже, мы с тобой знаем, есть и птозы, и очень много всяких интересностей может быть, то вниз лезть как бы, ну, бессмысленно, да. Или же она практиками занимается и сама раздыхивает, убирает себе застои, в том числе в верхней части живота, Мгм. вот, где копится в основном вот весь этот застой изначально, а потом, конечно же, все это уже уходит вниз, уходит в матку. То есть как бы на самом деле, то я бы сказала, что гинекология, она не является ведущей, первичной все же, да, то есть отсутствие внимания к себе, к своему здоровью, ну а за этим тянется уже полный комок заболеваний. И знаешь, я даже когда смотрю все же гинекологию, у меня никогда не бывает одного диагноза гинекологического. Вот, честно говоря, ни разу. У меня не пришла здоровая полностью женщина с одной Мгм. гинекологической проблемой. Такого не бывает. Это к вопросу о целостности и Да, взаимосвязи всех внутренних органов. конечно, конечно. Поэтому все практики, они направлены на то, что мы учитываем систему. То есть Мгм. эта система — это и мышление, это и подход к себе, это и движение всего тела, и включение определенных зон, на которых мы должны просто в какой-то момент дать чуть больше внимания. Или просто дать внимание, которое в жизни никогда женщина не позволяла себе и не давала туда внимания. В общем-то, так. Я уверен, то, что после этого интервью мне много людей начнут писать в личные сообщения, везде в Telegram, в WhatsApp. Как тебе записаться на прием? Где ты работаешь? Я работаю в клинике, которая называется, имеет сейчас название «Доктор Благодар». Значит, записаться ко мне можно на текущий момент через Telegram, Мгм. поскольку у нас свои записи через приложение. В общем-то, нет проблем. Люди пишут, и им будут предлагаться места. Мгм. Я тогда твою телегу оставляю внизу под Да, видео. пожалуйста. Да, можно тогда туда заходить. Вот, она там будет, кто заинтересуется. Я считаю, что у нас получилось бомбическое, просто пушечное интервью. Ну, я надеюсь. Да, друзья, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии, потому Ставьте что лайки, да. именно благодаря вам продвигаются все мои видео. У меня уже на канале 110 тысяч подписчиков, и я даже никогда не думал, что меня будет смотреть такое количество людей. Ну, это здорово, Жень, Да, да. и я Это думаю, очень будет и интересно. миллион, и 2 миллиона, и еще больше со временем. Поэтому, друзья, именно благодаря вам продвигается мой канал. Обязательно напишите в комментариях, какие бы вы хотели, чтобы мы с Ириной еще разобрали темы, потому что тем очень много. И мы с Ириной еще работаем с темой бесплодия, совместно работаем с мужчиной и женщиной. Много Да. еще есть очень тем. Пишите в комментариях, что вам еще было бы интересно. Мы с Ириной еще обязательно встретимся, я думаю, и не раз в пространстве таких душевных, интересных подкастов и разберем темы. Может быть, у тебя еще будет какое-то напутствие подписчикам, людям, которые нас смотрят, какое-то такое благопожелание, чтобы мы закрыли нашу сегодняшнюю интересную беседу. Знаешь, как пространство открывают, потом Ага, и проводят пространство какую-то закрывают. работу. Ты, вот каким благопожеланием мы Ну, закроем поскольку у нас тема все-таки наш эфир? женская, Мгм. да, то, наверное, хочется пожелать женщинам, чтобы они, первое, помнили о том, что они женщины, вот, вспомнили о том, что они женщины. Хочется пожелать им любви, которую бы они видели не только в мужчинах, но и, в принципе, в пространстве вовне, все, что их окружает, все, что они могут делать сами, все, что они могут чувствовать, это все про любовь. Вот, потому что когда есть это состояние, то всегда жизнь меняется к лучшему, и всегда открываются новые возможности. Вот. И если женщина как бы это начнет чувствовать постепенно, ну, не сразу, конечно, но если есть сформировать такое намерение хотя бы, Мгм. вот, то предоставляются очень интересные возможности в жизни, и в том числе, конечно, акценты делать на своем образе жизни, то есть вот именно из любви к себе, да, что пьем, что едим, как одеваемся, вот, как чувствуем это все телом. Здорово. Ну тогда на такой глубокой духовной ноте мы с тобой потихонечку заканчиваем этот эфир. Еще встретимся. И, дорогие слушатели, напомню, что если вам какие-то еще темы интересны, обязательно пишите это в комментариях. Мы с вами увидимся в следующем видео. Поэтому пока-пока. Всем до свидания, удачи.